Городу-герою Севастополю от города Якутска мы передаем привет. Улица Севастопольская появилась в Якутске не так давно, после событий 2014 года, когда город Севастополь стал частью России. Город и весь Крым вновь вернулись в состав России после всенародного референдума. Мы решили узнать у жителей города Якутска, как они относятся к тем памятным событиям. Эта улица знаменательна. Ее назвали имени Севастопольской в связи с тем, что присоединили к нам полуостров Крым. Она вошла в состав нашей Российской Федерации. 18 марта – это знаменательная дата присоединения Крыма к России. И вот эту улицу в честь этого назвали у нас в Гагаринском округе Севастопольской. Присоединение это произошло согласия всего населения Крыма. Конечно, мы одобряем это, то, что вошли в состав нашей Российской Федерации. Вообще, испокон веков, это российская территория, наша, и Крым наш. Я лично одобряю. В честь этого назвали улицу Севастопольская. Мы тоже рады, что это мы идем в эпохе истории, совместно все это. Исторический момент, конечно, и знаменательно то, что назвали улицу так Севастопольская. Вы житель Гагаринского округа? Да. А вы знаете, как называется улица, по которой вы идете? Да, знаю. Ага. Севастопольская, Новопотровская. И в честь каких событий была названа улица Севастопольская? Севастопольская, наверное, в честь города Севастополь, как я думаю. И в честь чего, да? Не знаю, я давно уже знаю, как Севастопольская. И не задумывался даже об этом. Так, это улица Севастопольская. Значит, что еще могу сказать? Я хочу воспользоваться приветом и передать зрителям своего канала из Севастополя огромный-огромный привет. Вот так вот. Вы блогер? Да. Небольшой, маленький, да. У нас всего 5800 подписчиков. А на какую тематику у вас был? Влог люди. Получается, ведем свой влог. Дом, семья, животные. Все. Полгода мы буквально на Ютубе. За то, что все-таки Крым всегда был, в принципе, с Россией. Это еще из монголо-татарского ига, был Крым нашим. Крым наш. Да, я из Киргизии. Ага. Как тебе вообще улица Севастопольская? Я здесь живу, мне нравится, но я уже сколько там? 5 лет уже здесь живу. 5 года. Как раз ты 5 лет живешь на улице Севастопольской, когда он стал обратной частью России. Безумно рады были. Безумно. У меня жена родилась в Крыму. О! А вы родились в Крыму? Да. Какие эмоции вы испытывали в 2014 году? Я была очень счастлива. Наконец-то Крым наш. Была в Севастополе, в Бахчисарае, Симферополе, в многих городах Крыма. Там очень красиво. И наконец-то все были в Крыму счастливы, что они наконец-то Россией стали. И мы здесь тоже счастливы, что уже Россия, слава Богу. Вообще-то хорошо. Там же наша база была когда-то в советское время. Но потом наши стали ее в аренду брать. Хорошо, что Крым наш. Море стало ближе под названием. Эмоции какие. Радостно, что мы побратимы и назвали улицу так. Очень приятно. Вы знаете, какие эмоции? Я ходила, когда назвали, а нигде не написано, никто не сказал ничего. И все, где Севастопольская улица? Я говорю, наверное, в городе. Все. Один день, второй день, я гуляю и хожу. А потом прихожу домой, сына спрашиваю, говорю, где, надоели, говорю, спрашивать, где Севастопольская улица? А он говорит, мама, ты каждый день ходишь по ней. Вот сыновей возила туда. Какие воспоминания об этом городе?
Ой, знаете, как-то все такое как говорится, необъятное. Вот поэтому, походили там все, на Сапун-гору сходили, в общем, все. Ребятишкам-то хорошо, они на пушках посидели, на ветах, фотографии сейчас одни остались.